Здравствуйте все! Добро пожаловать на мой канал. Мои дорогие зрители, гости канала. Огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие, добрые комментарии, за то, что вы есть у меня, за то, что смотрите мои видео. Мои дорогие, хочу попросить вас, не забывайте подписываться. Вам это не сложно, а мне будет очень приятно. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что именно сейчас, в этот самый момент, происходит в его голове? Если тема интересна, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени и так и спросите: мой милый дорогой, что именно сейчас, в этот самый момент у тебя в голове? Надеюсь, настроились все. Убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Что же у него в голове? Что происходит в голове загаданного человека? Ну, азартный человек, азартный, вот прям азартный выходит. Послушайте, тут я вижу две темы. Вот сразу вам говорю, две темы вижу. Одна тема касается человека, который запутался в своих страстях, в своих мыслях, в своих чувствах. Просто вот, да, вот паук, видите, сидит вниз головой, смотрит, и там человек в любви запутался. Там явно какой-то треугольник происходит, какой-то вот ощущение такое, да, вот не хватает чего-то по жизни, ищет каких-то острых впечатлений и приключений. И второй момент. Это человек, который, я не знаю, хотел бы как-то проявиться к вам более надежно, потому что вот второй момент у нас вверху, в венце находится. Они как бы разные. Это про разных мужчин, про разных людей. Здесь человек, который хотел бы большего от вас и от ваших отношений. Так, я сейчас и одну, и другую тему раскрою, и в конце я возьму для вас совет и рекомендацию, как бы вам поступить так, чтобы все у вас было хорошо с этим человеком. Смотрите, у кого человек в треугольниках, да, вот вы с ним в треугольнике, запутался ваш человек, он мог от вас гулять, либо с вами он мог общаться, при этом имея, например, семью. Вот есть такое понятие «бес попутал». Вот вашего человека как раз-таки путает этот бес, и причем чем дальше, тем хуже. Ваш любимый человек мог из спокойного, уравновешенного человека за последние несколько месяцев либо дней превратиться в какую-то истеричку, да, неврастенником каким-то стать. А бледный, с синяками под глазами. Если курит, то еще больше стал курить. Какой-то вот он на взводе весь, да, какой-то резкий, дерзкий стал. Раньше он таким не был. То есть лоск с него ушел. Какая-то вот бледность появилась в нем. Вот прям бес его крутит, понимаете? Вот этот паук огромный, он его запутал, полностью запутал, парализовал его мозг. И ваш мужчина, он чувствует себя абсолютно каким-то потерянным, одиноким. У него появились в жизни какие-то страхи, которых раньше никогда не было. Виной тому одна из женщин. Но это не вы, потому что вы смотрите эту отсыпочку. С вашей стороны все-таки смотрите, как идет бабочка, да? То есть вы такая, вы думаете, ну как сложится, да, как боженька даст. Если он выбирает ту женщину, окей, пусть будет счастлив, я там все пойму, я все приму. Если он выбирает меня, то это любовь, да? Наш боженька учил нас, что любовь — это самое главное и важное. Да, вот даже если оттолкнуться от, например, христианского эгрегора, да, то для нас это догма, и наша религия — это и есть любовь. Любовь, на любви построена. То есть вы относитесь очень легко, вы очень светлой души человек, и вы еще как ангел для мужчины идете. А вот другая женщина, у нее в голове топор, понимаете? Вот он, видите, перевернутый топор вышел, вот он такой. Она рубит, как капусту рубит, понимаете?
Ой, нужен он ей, не нужен, любит, не любит. Тут не показано, но показано, что она ради своей цели, ради своего интереса, ну просто по головам пойдет. То есть, ну, вплоть до того, что не доставайся же ты никому, да? То есть, если ты не мой, значит, ты и ничей. Вот она что-то делает, она вот прям делает, химичит, магичит, шантажирует. Как-то вот, знаете, загоняет его в рамки. Просто в рамки такие, что ну, не встать, не взлететь. Вот прям жестко она его бьет. Но есть и другой момент, что ей есть чем его бить, понимаете, есть чем его удерживать, есть на какой понт брать. То есть она что-то за ним знает, либо как-то его где-то какое-то слабое место у него нашла. То есть она бьет его все время туда, в слабое его место. Он бы и рад, например, от нее уйти, избавиться, да, но она его, ну, извините, за бубенцы так крепко схватила, что они уже прям у него, наверное, посинели, скоро отвалятся. Ей с ним и больно, вернее, ну да, ему с ней больно, и с другой стороны, он сделать с этим ничего не может. Если мужчина ваш подгулял, да, то там любовница как-то вот прям, может, шантажирует, может, как-то вот, знаете, пугает его чем-то. То есть там идет какое-то жесткое удержание. Мало того, я скажу, если там семья есть у него, то там у него в семье буллинг происходит, его там травят, он там, ну, никто, да, ты никто и звать тебя никак. Внешне, например, картинка счастливой семьи, знаете, вот такие семьи, которые там друг другу улыбаются, милые, там в Инстаграме там фоточки такие красивые в одинаковых костюмчиках выкладывают, да, а когда камеры нет, когда дверь закрыта, там все что угодно может быть, да, и посуда в лицо брошена, да, там и подсыпанные какие-нибудь, может быть, слабительные вещества, либо, ну, унижение, оскорбление постоянно идет, высмеивание. Да, там жесть какая-то происходит. Что у него сейчас в голове? У него сейчас в голове одна мысль: как мне выбраться из этой ситуации, как мне выбраться, как мне спастись, как мне быть счастливым. Вот у него вот пульсирует вот это вот как я хочу быть счастливым. И я вот вам больше скажу, что и у этого человека, и у этого одинаковые мысли о том, как бы стать счастливым человеком, как бы найти мир в душе, как бы обрести свое счастье. И тот, и другой этого хочет. И тот, и другой хочет быть счастливым с любимой женщиной. То есть любимая женщина — это та, которая зашла на отсыпку. Вы любимая женщина, с вами хочет быть счастливым. Но у этого вообще путь закрыт на счастье, а у верхнего там ему чего-то не хватает. Будем, конечно, разбираться, но тем не менее. Смотрите, у мужчины, у которого путь закрыт. Здесь путь закрыт, потому что 50% ему закрывают, и 50% он себе сам надумал, запретил. Может быть, он человек с какой-то высокой социальной ответственностью, либо с какими-то правилами, там, да, каким-то своим кодексом чести. Вот ему это все мешает, очень мешает. Ему бы расслабиться, ему бы послать все и всех в один момент, да, несколько дней бы посидеть одному, и он бы все понял. Еще у этого мужчины, скорее всего, проблемы именно с обществом, с законом могут быть проблемы на работе могут быть, проблемы могут быть со здоровьем. То есть как-то вот, знаете, его судьба со всех сторон кикает, да, вот прям по мягкому месту. Его и там кусают. И он уже, бедняжечка, вот как загнанный зверек получается. Что касается вас, то, ну вот, если бы не вы, ну, его бы уже не было. Ну что, буду говорить, как вижу. Вы его поддерживаете, вы внушаете в него надежду, вы даете ему веру. Я вижу, что многие из вас, девочки, делятся с ним своей энергетикой. Она для него словно, ну, это его кровь, да, подпитка. Если не будет вас, то он просто загнется там в считанные дни, да, и все, и Васька звали. Путь в одну сторону, да, билет в одну сторону будет им получен. Это если вас не будет. Но пока вы рядом, а я вижу, вы рядом, вы все время его готовы помогать, за руку его брать, он держится, с последних сил держится. Нет, вы его с ним. Кстати, но он живет мечтой, понимаете, встречи могут быть у вас редкие.
либо как-то вот в последнее время редко стало, либо даже если вы вместе, то какая-то молчанка между вами, тишина, каждый на своей волне, каждый о своем. Ну, у него-то понятно, да, у него земля под ногами горит, а вы тоже как-то можете на него немножечко обижаться или думаете, да не буду его трогать, да, не буду его лишний раз беспокоить. Я бы вам посоветовала, порекомендовала мужчину почистить, причем так конкретно взять и почистить его. Как можете, как умеете. Это не обязательно там бежать, искать специалистов, которые чистят. Вы и сами можете, вы любите его, я вижу. И ваша любовь может сотворить чудо, вы можете его чистить. По крайней мере, вы будете облегчать его состояние. И дай Бог, он будет пользоваться этими моментами, чтобы принимать какие-то решения. У него, видите, как блок стоит на решение. Другой бы уже все бы там порубил в капусту бы, да, туда-сюда, пораскидывал бы все эти блоки, а ваш нет, он сидит, не знает, что делать, не очень неуверенный. Вот прям пошатнулся его мир. А человеку очень плохо, очень. Поэтому, девочки, со своей стороны поработайте над этим моментом в плане того, что энергетически постарайтесь его обогатить, да, то есть почистите его, помолитесь за него, может быть, там, сходите в храм, поставьте за его здравие свечу. Ну, то есть, как бы здесь нужно помогать ему. Он сам не выберется, он только, как, знаете, как будто бы сам себя закапывает. В голове у него происходит, вот пульсирует одна мысль: я хочу быть счастливым с той, кого я люблю. Все. Он, понимаете, вот он живет в двух мирах. Один мир, он реально злой, жестокий, в котором какие-то проблемы мешают насладиться счастьем с той, кого я люблю. И есть второй мир. Это мир снов, мир фантазии, где вы счастливы, где у вас все хорошо, там много денег, прекрасный дом, вы там путешествуете. Но вот этот мир фантазии, он все больше и больше его затягивает. Вот так. Мне не нравится эта тема. Здесь нужно конкретно работать. Так, второй мужчина. Ну, тут со вторым мужчиной все гораздо проще. Вы либо с ним встречаетесь, либо общаетесь, либо у вас какой-то вот период, да, после свадьбы, может быть, либо вы недавно только сошлись, съехались. Здесь человек озабочен также вами и тем, чтобы быть с вами счастливым человеком. У вас за спиной кто-то стоит, кто-то, кто его бесит, раздражает и в ком он видит угрозу. Это может быть ваша мама, это может быть ваша подруга, это может быть ваш бывший. Либо у кого-то может отыграться, что это взрослый ваш ребенок, там, дочь, сын, да. И, может быть, не взлюбили, либо не принял ваш взрослый ребенок его, либо относится как-то с подозрением. Вот он видит угрозу. Ему очень хочется, чтобы вы разделили с ним чашу любви, чтобы вы ему доверились, чтобы люди увидели, что он любит на самом деле, что ему можно доверять, он порядочный. Вот что он хочет. Ну и, по крайней мере, чтобы вы не слушали никого вокруг. А если у вас есть какие-то вопросы, то с ним бы проговаривали. Ему очень хочется именно тепла и счастья вместе с вами. И чтобы все невзгоды обходили стороной вашу семью, либо вашу пару. Это хороший человек, добрый, но какой-то, вот знаете, он не... то ли нерешительный, то ли слабохарактерный, может быть, да. То есть, может быть, очень такой прям, действительно скромный человек, который не привык там ходить, бисер метать, да, либо бить себя копытом в грудь и доказывать, да я там, да. Нет, ему это мешает, какая-то неуверенность в себе, может быть, даже какая-то закомплексованность есть у этого человека, либо страх, что вы там в нем разочаруетесь. С этим человеком вам бы хорошо куда-нибудь съездить. Вот съездить, отдохнуть, так, чтобы вы да он и никого между вами. И все бы было у вас замечательно. Так, давайте я возьму вам советы и рекомендации, как и обещала. Потому что здесь я вижу двух мужчин, оба любят. Они разные, но они оба любят. Поэтому надо им помогать. Помогать, подсказывать. Лилия вышла. Лилия — это знак хороший, это знак страсти, это знак любви. Вот она, видите, какая красивая лилия тут вышла. Вот она вы. Смотрите, какая четкая, стабильная, красивая. А вот он, мужчина, худой и хлипкий. Девочки, вы сильные. Ну что, хоть и принято считать мужчин сильным полом, но практика показывает, что это именно женщина сильная и сильный пол. Поэтому мужчинку поддерживать, мужчинку чистить, энергетически прорабатывать, молиться за него, просить за него. Может быть, даже какие-нибудь
амулетики ему, да, вот если любящими ручками женщина сделает амулетик своему любимому, это очень хорошо поможет. Но я вижу, что здесь все-таки счастье будет, потому что вы не просто так встретились, вы не просто так влюбились. Ваше солнышко, оно еще взойдет, вот так хочется сказать. Вот эти все страсти, они поутихнут, потому что лилия, она обещает именно счастье, страсть, счастье и любовь. Все будет, девочки, будьте посмелее, будьте порешительнее. Иногда, может быть, стоит в рукопашную сойти за свое счастье, да, с соперницей, либо выпросить, вымолить своего любимого человека, либо разрешить слабость своему любимому человеку, понять эту слабость, протянуть руку помощи. В любом случае, вам быть счастливой с тем, кого вы загадали. Ваше счастье у вас впереди. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.